Высокое звание врача. 54 года. Таков трудовой стаж заслуженного врача Чувашской республики, главного врача отделенческой больницы станции Канаш, хирурга, травматолога, ветерана войны и труда Николая Прокофьевича Царева. Среди его многочисленных наград – орден Знака почета и медаль за победу над Германией. Главным в профессии врача он всегда считал уважение к людям, стремление внушить им веру в выздоровление и твердое следование принципу «не навреди». Николай Прокофьевич признался, что ни на секунду не усомнился в выборе профессии и скромно добавил: «Очень надеюсь, что высокое звание врача оправдал». У Николая Прокофьевича 2 детей, дочь Ольга и сын Владимир, 5 внуков, 6 правнуков. Я родился в далеком 1926 году в селе Старое Сумароково, был старшим в семье. Всего у моих родителей Прокофия Егоровича и Ольги Ивановны было 6 детей. Примечательно, что отец получил образование в селе Кошкиново-Тимбаево в школе, созданной Иваном Яковлевым. Летний день 22 июня 1941 года навсегда врезался в память ощущением надвигающейся большой беды. Мне 14 лет, я иду босой по пыльной дороге. Воздух теплый, пряный. И вдруг, как гром среди ясного неба, война. Кожей ощутил, как все резко переменилось, как задрожал воздух. На нас надвигалось что-то неминуемо тяжелое, страшное. Отца мобилизовали в 1942 году. Уходя, он завещал мне все мужские заботы о семье, хозяйстве. Наступило тяжелое, очень голодное время. Урчала корова. В чай вместо сахара добавляли тыкву. Пекли лепешки с травой. На колхозных полях и фермах работали подростки и женщины. Возили зерно в тетюши. Грузили на баржи мешки весом в 50 килограмм. В 1944 году наши сельчане строили оборонную защитную линию, копали противотанковые рвы, возводили дзоты. В ноябре 1943 года я был призван на службу в ряды Красной армии. Меня направили в Свердловск в отдельный учебный батальон химической защиты. Через 6 месяцев присвоили звание сержанта и назначили командиром отделения. При моем небольшом росте я привык замыкать строй, а тут надо идти во главе большой колонны, соизмеряя шаг с идущими сзади. Я дважды просился на фронт, писал заявление с просьбой отправить меня в действующую армию и дважды получал отказ. Условия, в которых мы жили, были приближены к фронтовым. Спали в бараках на голых досках, без матрасов. Под голову клали ватные штаны, еда скудная, а жидкий суп, 500 грамм хлеба на день. Я не курил табак, который нам выдавали, менял на хлеб. В 1944 году наш батальон передислоцировали в Житомирскую область. Здесь мы жили в недостроенном каменном здании без электричества. Вечерами садились в круг и пели любимые русские народные песни. В апреле 45-го я был направлен на учебу в Московское военное училище. Здесь встретил победу. Москва ликовала, сияла победными огнями праздничных салютов. После окончания войны я был комиссован по болезни, получил среднее образование в Тетюшской школе и поступил в Казанский медицинский институт на лечебный факультет. Во время субординатуры выбрал специализацию хирурга. На 6-м курсе у нас была большая практика в клиниках Казани. После учебы по распределению я работал хирургом в амбулатории станции Сергач, а с 1954 года в больнице при вагоноремонтном заводе города Канаша. Поначалу это было небольшое здание, сколоченное из досок, между досками шлак. Отопление печное. Автоклав для стерилизации инструментов приходилось подогревать дровами. Позже договорился с рабочими ТЭЦ, его переделали в электрический. Анестезиолога не было, многие операции проводил под местным обезболиванием. Наркоз водила медсестра. Санитарных машин не было тоже. Больных доставляли на лошадях, а обслуживать приходилось практически весь город. Все 20 тысяч населения. За день на прием приходили 50-60 человек. В больнице было 20 хирургических коек. Мы справились. В 1961 году больница переехала в новое 4-этажное здание.